Добрый вечер, хайрлах шамлар. В эфире Айша Шулакова. Подведем итоги уходящей недели. Сегодня в программе. Сквозь информационную блокаду. Наши межгосударственные хорошие отношения Турции, России и Крыма не удастся никому испортить. В Турции прошли дни крымско-татарской культуры. Театру новую жизнь. Артистам стало комфортнее находиться большую часть своей жизни в этом здании. Эксклюзивное интервью с директором Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра Заремой Беляловой. Готов на 30%. Уникален этот памятник для нас и для исследователей. 3 из 16 объектов Ханского дворца полностью отреставрированы. Подробности в специальном репортаже. Новый год не за горами. В преддверии новогодних праздников могу сказать, что уровень загрузки объектов размещения достаточно высокий. Крым прекрасен в любое время года. Народная дипломатия не имеет границ. Крымская делегация в очередной раз приняла участие в форуме «Культурно-гуманитарные связи крымско-татарских организаций республики с соотечественниками в Турции». Мероприятие объединило деятелей науки и культуры, представителей СМИ. Кто, как не они, могут лучше всего донести правду о российском Крыме до мировой общественности? Наш телеканал также принял участие в форуме. Подробности в репортаже. Шум водопадов, шелест волн Черного и Азовского морей, просторные степи, аромат садов. Крымско-татарские мотивы легким бризом мысленно уносят в Крым и навевают тоску по родине. Именно здесь, в Турции, проживает одна из крупнейших диаспор крымских татар – около 5 миллионов человек. Крымских татар в Турции стали традиционной встречей. Только в этом году форум культурно-гуманитарной связи крымско-татарских организаций республики с соотечественниками в Турции переехал из Стамбула в Анкару. Это отличная возможность рассказать о реальной ситуации в Крыму с соотечественником, живущим на противоположном берегу Черного моря. Очень не хватает местным крымским татарам реального знания того, что делается в Крыму. А очень много сделано, об этом сегодня каждый выступающий рассказывает. Я вообще больше скажу, что столько, сколько было сделано за 7 лет, не было сделано ни при Советском Союзе, ни при Украине еще до воссоединения. Это объективно. Никакой политики. В составе делегации деятели культуры и науки, представители средств массовой информации, общественники. Крымско-татарский народ может стать связующим звеном в экономических и культурных отношениях России и Турции. Я предложил рассмотреть возможность возобновить паромное и авиасообщение, учитывая, что вся инфраструктура нашего Крыма готова к этому. Наш менталитет, наша многовековая история позволит нам, крымским татарам, способствовать и выступать связующим звеном между Россией и Турецкой республикой, усиливать экономические связи и способствовать обогащению двух государств. О том, что сделано для крымских татар в российском Крыму, говорить можно много и долго. Перед началом конференции у гостей и участников мероприятия есть возможность ознакомиться с фотовыставкой на кадрах «Жизнь крымско-татарского народа сегодня на своей родине в Крыму». На снимках новые мечети, детские сады и школы, восстановленные культовые и исторические объекты, развитая инфраструктура. Крымские делегаты поведали о положительных изменениях и достижениях в сфере образования. Сегодня крымско-татарский язык имеет статус государственного. Сначала мы рассказали о деятельности медиацентра Исмаила Гаспринского, потом и о положении крымско-татарской печати на сегодняшний день. На теме крымских татар в последнее время спекулируют различные провокаторы. Распространяют фейки и рассказывают небылицы от имени народа. Делают это люди, которые давно не были на полуострове и даже не представляют, как изменился российский Крым. Крымчане приехали в Анкару, чтобы рассказать соотечественникам правду. Этот форум, в первую очередь, дает возможность рассказать правду, рассказать о том, как живет народ на родине.
о безграничной поддержке со стороны крымских властей, Российской Федерации, со стороны главы Республики Крым Сергея Аксенова, о государственных программах, которые нацелены на сохранение крымско-татарского языка, культуры, традиций, о программах, которые направлены на то, чтобы развивались национальные СМИ, телевидение, радио, газеты, журналы, медиапространство. И сегодня ситуация такая, что нам нечего скрывать, и мы готовы озвучивать правду на таких международных площадках. Представители муфтиата Крыма пригласили живущих в Турции крымских татар на открытие соборной мечети, строительство которой мусульмане полуострова ждали более 20 лет. Мы сегодня имеем уникальную возможность выступать на этих площадках и говорить всю ту правду, которая происходит сегодня в Крыму, в каком положении сегодня находятся крымские мусульмане, что строится большая соборная мечеть и работают наши мечети, медресе, и молодежь имеет возможность получать религиозное образование. Форум состоялся в Русском центре культуры и науки. Для нас большая честь принимать такое мероприятие в Русском доме. Крымско-татарская культура для Турции не является чужой. Здесь очень много крымских татар проживает. И для них, наверное, было бы очень интересно ознакомиться с тем, как развивается культура крымско-татарского народа сейчас в Крыму. Связи между Турцией и Крымом всегда были крепкие. Сегодня, несмотря на информационную блокаду, продолжается работа над их укреплением. Связь с Турцией нас объединяет Черное море, нас объединяет общая история. Крымско-татарский народ и турецкий народ объединяют общие языковые традиции, общая языковая форма. И, конечно же, для Крыма, для России в целом, Турция может являться одним из основных стратегических партнеров в области, с учетом того, что близости границ и возможности обеспечения экономических взаимосвязей через Черное море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что форум в Турции докажет Украине отсутствие притеснений крымско-татарского народа на полуострове. Мы приветствуем факт проведения этого сугубо гуманитарного мероприятия и рассчитываем, что оно привлечет к себе внимание многочисленной крымско-татарской диаспоры Турции, а также позволит составить собственное впечатление о положении своих соплеменников в Крыму. Информация о реальном положении дел на полуострове медленно, но верно пробивается сквозь цензуру, да и вообще прямую блокировку в западных СМИ приближает к реальному восприятию того, что происходит мировое сообщество. Президент Ассоциации тюркских бизнесменов мира Генджихай Туна неоднократно бывал в российском Крыму. Признается, информация, которую дают западные СМИ, не соответствует действительности. Надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Крымом. Мы очень рады нашим гостям. Мы сделали очень важный анализ, политический, в отношении Турции и Крыма. Наши межгосударственные хорошие отношения Турции, России и Крыма не удастся никому испортить. Мы счастливы встречать вас и надеемся на скорой встрече. Участники форума не только обсудили достижения в различных сферах, но и поставили новые задачи, направленные на еще большее сближение двух стран. Я считаю, встреча и в целом форум прошли плодотворно. Нам все очень понравилось. Крымско-татарский театр бесподобен. Надеюсь, наша связь будет еще ближе, а такие встречи будут чаще. Участники форума обсудили культурные точки соприкосновения России и Турции. Мы третье поколение Белой армии. Мы приехали сюда 100 лет назад и поселились в Анкаре. У нас есть турецкие паспорта. Здесь, в Анкаре, мы создали 7 культурных центров. Здесь есть крымский уголок, который вызывает огромный интерес среди туристов. Здесь, в Турции, часто бывают дни крымско-татарской культуры. Мы вместе поем, танцуем. Такие мероприятия всем по душе. Артисты Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра порадовали турецких соотечественников национальными постановками. На время перенесли зрителей на историческую родину. Крымско-татарский театр, коллектив его, артисты, музыканты, которые приехали сюда с большой гордостью, участвуют в этом мероприятии, потому что мероприятие на высочайшем уровне. Я считаю, что такого рода мероприятия, конференции, встречи должны впредь быть
регулярными, потому что это просто расширяет границы. Форум длился 3 дня. Завершающим аккордом стала экскурсия по наиболее значимым историческим местам Анкары. Встречи с соотечественниками стали традиционными. Планируется и дальше развивать и укреплять гуманитарные и культурные связи между Крымом и Турцией. Театр начинается с вешалки. За этими словами Станиславского скрыт сложнейший процесс работы огромного механизма, где каждый винтик имеет значение. А руководит им никто иной, как директор театра. Что же таится за театральным занавесом и как возрождается национальная культура, нам расскажет директор Крымско-татарского академического театра Зарема Белялова. Эксклюзивное интервью телеканалу «Милет». Зарема Ленуровна, селям алейкум. Алейкум селям, хош келдиңиз. Сау у нас. Недавно артисты театра и вы лично посетили форум в Турции «Культурно-гуманитарные связи крымско-татарских организаций республики с соотечественниками в Турции». Он проходил в Анкаре. Как воспринимали в Турции? Очень хорошо. Я считаю, что это была очень плодотворная поездка, потому что ездил не только Крымско-татарский театр, но и наши профессора, элита, интеллигенция. И я думаю, что это прорывная поездка, когда приоткрылись двери, и, в общем-то, истина, она на виду. На форуме вы выступали с докладом, о чем он был? Доклад был о Крымско-татарском театре, о его становлении, возрождении, продуктивности и так далее, проблемах, ну и целях. Долгие годы сотрудникам театра приходилось работать, можно сказать, на энтузиазме. Но недавно мучения закончились, в вашем театре закончился капитальный ремонт. Средства на это выделили из федерального бюджета. Какие появились возможности благодаря новым площадкам? На энтузиазме, как вы сказали, мы работали первые годы, это 1989, когда мы приехали, еще не понимали, что это за профессия, как нас набрали. Многие из нас были студенты и уже перешли к практике. Все эти годы мы работали, в общем-то, профессионально при поддержке государства. А в нынешней реалии был воссоздан вот этот театр, внешний вид его, были выделены деньги, и вот мы вошли в этот список. И, конечно же, мы очень счастливы и выражаем огромную благодарность и Владимиру Владимировичу, и Сергею Валерьевичу, и нашему Министерству культуры, потому что были созданы новые площадки, то есть у нас появились 2 гримерные, у нас все фойе приведены в порядок, у нас появилось новое помещение для читок, у нас оркестровое увеличилось вдвое, ну и вообще эстетический вид и комфорт, потому что в процессе капитального ремонта была возведена вентиляционная система, теплопункты все поменены, электричество, все коммуникации, а это комфорт, как вы понимаете. Конечно же, артистам стало комфортнее находиться большую часть своей жизни в этом здании. Не успел закончиться ремонт, как у вас в театре уже состоялась премьера. Расскажите, что это за спектакль, почему именно эта постановка? Это некоторая такое ностальгия, скажем, да, хороших, добрых времен. Произведение, на котором мы выросли в детстве, мы все его видели. Наши родители его очень любили. Лопе де Вега «Собака на сене». Вчера состоялась премьера на русском языке. В скором будущем, после Нового года, наш зритель будет ее лицезреть на крымско-татарском, родном нашем языке. Для артистов это большой труд, это как 2 разных спектакля, потому что учить столько текста, вжиться в него, сделать его легким, игровым, это же весьма сложный материал. Ну, конечно же, эта пьеса о чем? О любви, что любовь спасет мир, что благодаря вот такому великому чувству, как любовь, человек избегает ошибок, какие-то правильные взаимоотношения строятся, семья. Это же замечательно. Чем будете удивлять зрителей на новогодние праздники? Готовится очень большая программа. В первую очередь будет выпуск спектакля «Орман Давасы. Лесной переполох». Это наш крымско-татарский автор Рифат Бей Ситаблаев, он же режиссер, работает с командой, хорошей командой артистов. Также мы капитально возобновили, уже практически вот к сдаче идет время, нашу «Снежную королеву». Это замечательная сказка, которую Земине Алиева, наш режиссер, поставила. А также спектаклевые утренники, я бы так сказала, там, где у нас Лунтик, ну и такие вот сказочные, мультяшные персонажи и клочки по закоулочкам. В общем-то, работ достаточно много, которые мы можем предложить нашему юному зрителю.
я думаю, что новогоднее настроение мы сумеем создать. Чего интересного ожидать зрителям в новом сезоне? Готовы удивлять. Конечно, обо всем не хотелось бы. Вот передо мной лежит проект постановок. Здесь 5 спектаклей, 1 концертная программа. В следующем году мы решили еще улучшить качество, и чтобы были затраты, финансирование этих спектаклей больше. Если мы в этом году сделали 10 премьер, то следующий год планируется 6. Но я думаю, что это большие объемные работы, где есть авторы и крымско-татарские, и по мотивам. Приоткрою занавес. Это большая наша мечта возродить историю крымских ханов в своей интерпретации, в нашей театральной. Мы хотим создать бахчисарайский фонтан, конечно же, по мотивам Александра Сергеевича Пушкина, но в своей интерпретации. То есть мы будем писать пьесу крымско-татарскую, и, скорее всего, она будет музыкальная, почти как опера. Такая мелодрама. Мюзиклом его не назовешь, потому что тема серьезная. Надеюсь, что это будет очень масштабное произведение, в котором участвует весь состав нашего театра. Это и оркестр, и весь балет, и артистический состав. Также «Комшылар» пьеса будет ставиться. Концертная программа «Шелковый путь», я думаю, всем известна эта тема. И пьеса в переводе Энвер Ага Белялова, нашего старейшего артиста, «Ализа дель Эрден». Очень интересная комедия. Это пьеса написана Энвер Ага, но по повести, роман или повесть, скорее всего, иранского писателя. Очень интересная тема, близка к нам. Конечно же, мы ее перетранспонируем. И многое другое. Кроме проекта постановок у нас имеется и календарно-постановочный план. Это, то есть мероприятия, посвященные каким-то датам, праздникам государственным или же нашим мусульманским праздникам. Всегда театр готовит новую программу. Несмотря на пандемию, жизнь продолжается. Планируются ли гастроли? Мы всегда планируем гастроли. Я надеюсь, что у нас в следующем году, если улучшится ситуация, она улучшится, я всегда позитивно настраиваюсь. У нас состоятся и гастроли, и в Турцию. И мы подписали несколько соглашений с Северной Осетией. Башкортостан с ответным визитом мы не смогли, мы их приняли у нас на территории, и все прошло хорошо. А, к сожалению, мы не успели поехать к ним. С Ногайским театром, Даргинским театром мы подписали соглашение. Так что гастроли будут, а также на материковую часть, это Новороссийск, где очень много живут наших земляков. Поэтому мы стараемся объять необъятное, и у нас Шкуралага это получается пока. Зарема Ленуровна, çok sağ olun за интервью. Siz de sağ olunuz, lütfen keliniz, bütün seyircilerimizge selam aytamiz ve bizim kapılarımız bu Dülber teatrının kapıları her vakit, her daim açık bizim seyircilerimizge. Бахчисарай хранит особый колорит средних веков. Когда-то здесь жили и правили великие крымские ханы. Сегодня о былом могуществе гераев напоминает их резиденция «Ханский дворец». Памятник общемирового значения, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Оставаясь долгие годы без должного внимания, комплекс приходил в упадок. Сегодня ему возвращают первозданный облик. О возрождении культурного наследия коренного народа смотрите в нашем репортаже. Здесь мы полностью реконструировали живопись. Внизу это сельджукская цепь, сельджукский орнамент. Нами были найдены архивные материалы. Не повредить, а сохранить в первозданном виде. Эти золотые правила должны соблюдать специалисты при реставрации Ханского дворца. Они совмещают мастерство художников и точность археологов. Все должно быть так, как 5 столетий назад. Резиденция крымских ханов требует бережного отношения и профессионализма. Эскизы и карта цветов для библиотечного корпуса разрабатывались несколько месяцев. Только после этого приступили к росписи. Это сельджукская цепь, крымско-татарский орнамент. Здесь такие разные звенья. Практически они все разного такого плана. В раннем он был более живым, то есть где-то что-то покривее, одна линия там побольше, подлиннее, он был более живой. Плюс мы опирались на то, что внутри двора Ханского дворца также есть внутри корпуса такая же роспись на фасадах. 3
3 из 16 объектов уникального памятника архитектуры уже готовы. Это Дюрбе Диляра Бекеч, Северная и Южная Дюрбе. Отреставрировали фасад, заменили кровлю и укрепили стены. На ханском кладбище покоится прах 9 крымских правителей, а также 45 членов их семей. Тут же похоронены и приближенные дворцовой знати. Это надгробие интересно тем, что здесь вы можете видеть изображение кентавра. Вы знаете, что в исламе нельзя изображать лица животных и живых существ, но вот здесь вот вы просматриваете вот такой символ, который очень интересен, имеет очень древние корни. С помощью профессионального шлифования можно подчеркнуть красоту фактуры древесины и восстановить ее естественный цвет. Сейчас реставраторы снимают с дуба старый лак, а в мужском отделении бани расписывают потолок. Также предусмотрено частичное восстановление отопительной системы, когда-то существовавшей здесь. В настоящий момент ведутся работы по 6 объектам. Это библиотечный корпус, конюшенный корпус, ротонда, бани Сарай-Гюзель и набережная и Соколиные башни. Реставрация интерьеров, реставрация фасадов, реставрация кровель и усиление конструкции здания. Завершается работа и в конюшенном корпусе. Здесь планируют создать экспозицию предметов и изделий, которые никогда раньше не демонстрировали, так как не было помещения. Среди них уникальные ковры, монеты и оружие. То, что мы обязательно покажем в будущем сезоне, это традиционную одежду крымских татар и ювелирные украшения, где мы покажем и кольцо, которое, вероятнее всего, принадлежало крымскому хану, и кольцо, которое было найдено в результате археологических раскопок на территории ханского дворца. Ханский дворец Бахчисарая – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. На протяжении многих веков он был символом государственной власти ханской семьи. Строительство старейших зданий дворцового комплекса Большой ханской мечети и бани Сарай-Гюзель датируется 1532 годом. Время, природные катаклизмы, пожар не пощадили многие объекты уникального комплекса. А в украинский период состояние памятника и вовсе удручало. Бывшее руководство было больше заинтересовано в личном обогащении, нежели в сохранении исторического объекта. Следующий на очереди главный корпус и горе. Уже заключены контракты на разработку научно-проектной документации. Эти объекты считаются самыми сложными, потому что там очень много живописи, требующей реставрации. Под ней на стенах есть еще более ранняя роспись. Ее нельзя снимать, пока не поменяют внутренние конструкции, находящиеся в аварийном состоянии. Поэтому стены будут инъектировать, то есть вводить жидкий гидроизоляционный материал в поврежденную поверхность для ее усиления. Эти технологии трудоемкие, процесс длительный. Всего на реставрацию уникального дворцового комплекса предусмотрено почти 2 миллиарда рублей. Ханский дворец – одна из визитных карточек полуострова и наиболее посещаемый туристами памятник архитектуры Крыма. Экскурсии здесь не прекращаются даже во время реставрации. Работы на всех 16 объектах планируют завершить в конце 2025 года. До Нового года меньше 2 недель. Совсем скоро города засверкают переливами разноцветных огоньков. Уже работают елочные базары, ярмарки, где можно купить игрушки и украшения. Полуостров в предвкушении зимнего волшебства. Готовится и к приезду туристов, ведь Крым по-прежнему остается для россиян излюбленным местом отдыха в новогодние каникулы. Это подтверждает и статистика. Наш полуостров в 5 лидеров среди отечественных курортов. До Нового года меньше 2 недель, и чем ближе праздник, тем больше веришь в чудеса. А эта 12-метровая елка дарит новогоднее настроение в терминале аэропорта Симферополь. Самая высокая в Крыму из установленных в помещениях. Ее украшают около 1000 игрушек и почти полкилометра гирлянд. Елочные шары полностью обновили, заменив серебряные на разноцветные. Крым – одно из самых популярных мест новогоднего отдыха у россиян. Многие туристы прибывают на полуостров с самолетами. Сразу по прилете в аэропорту они могут получить актуальную информацию о турмаршрутах и достопримечательностях, которые стоит посетить. Сотрудники службы готовы консультировать и иностранных гостей на английском и немецком языках. Приятный бонус для путешественников – туристические карты и красочные буклеты экскурсионных маршрутов. Это главный турпортал Республики Крым, где появляются первые главные новости по туризму.
туризму. Турист может вовремя ознакомиться со всеми правилами, въездами, что сейчас очень важно. Также у нас есть интерактивная карта, на которой отображены все достопримечательности, природные, культурно-познавательные. Зима – идеальное время для близкого знакомства с полуостровом. Увидеть все достопримечательности без суеты и спешки, без изнуряющей жары и длинных очередей. Крым славится великолепными дворцами. Они открыты для посещения и в праздничные дни. Могучие дубы и фисташковые деревья, сосны и кипарисы, кедры и секвойи, экзотические кустарники, лавандовое поле. Поднявшись по террасам Массандровского парка, словно попадаешь в эпоху Возрождения. Дворец Александра III нередко называют Малым Версалем. Сказочный замок со остроконечными башнями располагается на фоне живописных гор. Императорское имение манит туристов и в новогодние праздники. Будет еще украшена территория, вот мы начинаем украшать ее. И наверное, с 30 по 7 января можно будет сфотографироваться на территории с персонажами нашими. Это Дед Мороз и Снегурочка, как это традиционно. И как-то таким образом мы порадуем наших посетителей и гостей. Еще одна хорошая новость для посетителей. Впервые за долгие годы в Массандровском парке вновь слышен звон колоколов. На башне дворца установлены часы, точная копия тех, которые украшали здание в начале прошлого века. И теперь каждые 60 минут раздается бой курантов. А в праздничные дни зазвучат еще и патриотические песни и гимны. А вот любители экстрима могут отправиться покорять горнолыжные трассы на Ангарский перевал, Чатырдак, Либа и Петри. На последний объект можно добраться по канатной дороге, которая работает круглый год. Из кабинки фуникулера открываются завораживающие виды на горы и леса, укрытые белым пушистым одеялом. Здесь же можно пройтись по подвесному мосту на высоте более 1200 метров над уровнем моря или по узким дорожкам, вбитым в скалу над пропастью, а также спуститься на зиплайне с вершины горного массива. Немножко страшно было, немножко адреналина, немножко такая эндорфина. Вполне все очень классно, интересно. Собственный пляж, спа-центр, живописный парк, сервис европейского уровня. Это делает отель идеальным выбором для туристов, рассчитывающих на первоклассный отдых в Крыму. Любители комфорта выбирают гостиницы с бассейном, анимацией, системой «Все включено». В новогодние праздники за сутки отдыха в стандартном двухместном номере придется заплатить около 13 тысяч рублей. Более половины отеля уже забронировано. Мы ожидаем приблизительно 80% загрузки к новогодним праздникам. Бронирования идут плавно. Овеянный легендами, безмолвно хранящий тайну своего происхождения Бахчисарай – город 5 веков. Так его назвали из-за смешения архитектурных стилей, разноликости и богатого исторического прошлого. Колоритные узкие улочки, маленькие дома и архитектурные шедевры эпохи Крымского ханства. А за пределами города взору открывается горный пейзаж, ущелья, скальные обрывы, гроты. Такой отдых по вкусу эстетам. Южный берег и запад Крыма традиционно в лидерах. У крымских турфирм сейчас горячая пора. Уровень загрузки объектов размещения достаточно высокий. В целом это составляет процент где-то 60-70%. Если же рассматривать крупные семейные комплексы, которые наиболее востребованные, они уже загружены на процентов 90%. Хорошая новость для любителей путешествий. В январе россияне вновь смогут сэкономить на отдыхе. Стартует следующий этап туристического кэшбэка. Воспользоваться субсидией могут обладатели карты МИР. Отдохнувшие в своей стране могут вернуть до 20 тысяч рублей. Количество путевок не ограничено. Чем больше тратишь, тем больше экономишь. Госпрограмма помогает ательерам выдержать удар пандемии, а путешественникам побывать в новых местах. Это вся информация на сегодня. Желаю вам только хороших новостей. Берегите себя и близких. До встречи в эфире.